Тем временем Коми Авиатранс пытается вернуть потерянные позиции в части авиаперевозок в республике. Предприятия тянут вниз многомиллионные долги и, по сути, его уже должны были назвать банкротом. Но кто тогда будет летать в наши северные города и районы, принимать наши особенные северные условности? Глава республики решил дать Коми Авиатрансу еще один шанс. Детали знает Любовь Лапина. Банкротство Коми Авиатранса остановлено. На признании авиапредприятия банкротом настаивала государственная транспортная лизинговая компания из-за более чем 100 миллионов долга. Стороны пошли на мировую и договорились о рассрочке по выплате долгов только после личного вмешательства главы Коми. Дело арбитражный суд прекратил. Мы реструктуризировали задолженность, расписали план погашения этой задолженности, строго выполняем, отслеживаем план погашения. Мало того, мы договорились с лизинговой компанией о том, что будет она участвовать в дальнейшем развитии в автопарке нашего регионального авиаперевозчика Коми Авиатранс путем поставок 5 вертолетов в ближайший период. Реструктуризация долгов позволит поэтапно стабилизировать работу главного регионального авиаперевозчика и открыть возможности для новых вложений в развитие предприятия. Сейчас же, как заявляет гендиректор нашего главного авиаперевозчика, важно дать возможность жителям республики пользоваться постоянным авиасообщением. С чем сравнить то, что я принимал, и то, что мы имеем сейчас. Практически вдвое увеличен вертолетный и самолетный парк. К сожалению, в течение последних 10 лет была полностью разрушена система внутренних региональных перевозок. Да, сюда приходили ЮТР и прочее, было много обещано, но из 500 самолетов и вертолетов я принял 6 вертолетов и 1 полудохлый самолет. А было 500. 500 – это в лучшие времена, когда авиация в Коми была едва ли не единственным способом передвижения на севере. Дорог-то в огромной по размерам республики прежде не было, потому на аэродромах и в аэропортах базировались эскадрильи. Ту-134, Ан-24, 26, Ан-2, в простонародье просто Анушки или кукурузники. А еще в наличии были вертолеты Ми-8 и Ми-2. Но от всего былого величия после перестройки и почти 20-летнего забвения практически ничего не осталось. В 2013-м казалось, вот он, новый виток развития региональной авиации. Республика стала одним из регионов-пионеров, взявшихся собственными силами и средствами возрождать авиасообщение. Начали закупки Л-410. Чешский универсальный двухмоторный самолет к тому времени хорошо зарекомендовал себя на местных воздушных перевозках. Дальность полетов до 1000 километров, но самое главное – его вместимость – всего 19 пассажиров. Оптимальное число кресел. Больше билетов на полет и не продать. Первый борт прибыл в республику в 2013 году, в 2014 их было уже 4. Количество рейсов возросло в 3 раза, с 12 до 34, что важно при возрождении авиатранспорта в Коми. Главной задачей было сделать его доступным населению. Поэтому на первых порах стоимость самого дальнего рейса из Сыктывкара в Воркуту составляла всего 4000 рублей, а до Ухты и того меньше – 1500. Успех с Эльками окрылял, и хотя сами самолеты были взяты в лизинг, то есть фактически за пользование ими предстояло расплачиваться годами, Коми Авиатранс пошел дальше. Планы были грандиозные – купить среднемагистральные реактивные самолеты. Выбор остановили на бразильских лайнерах – целых 6 145-х эмбраеров на общую сумму в 24 миллиона, не рублей, долларов, опять же в лизинг. Наш самолет, хоть он и произведен в достаточно жаркой стране, тропической Бразилии, но тем не менее он прекрасно приспособлен для операций в холодных и полярных регионах. Но что-то пошло не так. Уже в начале 2016 года пассажиры стали терять интерес к полетам на машинах Коми Авиатранса. На фоне остальных авиаперевозчиков его билеты были дороже едва ли не вдвое. Руководство ссылалось на то, что конкурентов самолета по вместимости больше, а потому и издержек меньше. Тогда же в Коми прибыл еще один Эмбраер, 5 из 6. Впрочем, последний борт до Коми так и не долетел. И совсем скоро перед предприятием замаячила перспектива стать банкротом. Только благодаря личному вмешательству Владимира Уйба банкротство Коми Авиатранса удалось остановить. Целых 4 месяца заняли переговоры с государственной транспортной лизинговой компанией.
Владимиру Викторовичу, за что ему огромное спасибо, подключился к ситуации лично. В результате мы имеем сегодня прекращенное дело о несостоятельности банкротстве предприятия. Мы имеем мировое соглашение с достаточно льготными условиями, за что отдельно стоит поблагодарить наших контрагентов. Но, тем не менее, без ресурса главы республики нам бы достичь этого соглашения не удалось. Нынешний директор Коми Авиатранса отмечает, сегодня нам нужно вернуть небо Коми. Цена велика – 4,5 миллиарда рублей. Мне оставили всего 5000 часов из 40. Всего 5. Поэтому я сейчас, вот моя задача, она уже практически выполнена. 10 я отхватил обратно. Теперь мне нужны вертолеты. Экипажи у меня есть. Поэтому не сомневайтесь, дело обязательно будет. У нас отступать-то некуда. Мы сейчас как в ноябре под Москвой. Ну и это прекрасно понимает наш командир. Понимаете, я впервые встретил за многие годы, ну, будем говорить честно, это второй человек, который мне так не символично, не политически, а реально помогает. Это мне в Калуге помогал Артамонов, и здесь помогает наш новый губернатор. Еще в августе Владимир Уйба назвал прежний опыт Коми Авиатранса с эмбраерами печальным. Он уверен, именно попытка пересесть на бразильские среднемагистральные самолеты и разорила компанию. Но сегодня республика будет делать ставку на старые добрые Ан-24. Хоть и старички, но надежные в обслуживании и экономически эффективные. Ан-24 – это самая надежная машина сегодня. И потом 48 мест – это, в общем, как раз 60% загрузки – это очень хороший объем перевозок. Но, тем не менее, мы все-таки думаем, и где-нибудь 23-24 год после прохождения летных испытаний у нас должен прийти в Россию Ил-114. Это хороший современный новый самолет. МС-21 еще там где-то на горизонте тоже идет, но Ил-114 должен прийти раньше. Соответственно, мы, конечно же, будем приобретать самолеты новые, но отечественные. Летать Ан-24 будут в Воркуту, Усть-Цильму и Усинск. Там, где полосы короткие, продолжит работу Эл-410. Но сначала технический рейс в Воркуту. Первый борт в Коми уже прибыл в четверг. Всего же их будет 2, плюс еще один Ан-26 санитарный. В руководстве компании признают, период восстановления будет непростым, и дело не только в погашении прошлых долгов. Важно вернуть доверие к нашим региональным маршрутам, а потому ключевой должна стать безопасность полетов.